Страусиная ферма Маргаушского района попала в список Золотого кольца Чувашии как туристический объект. Расположилась она неподалеку от деревни Тренькино. Помимо разведения экзотических птиц, африканских страусов, павлинов и фазанов, местные дизайнеры делают украшения из перьев и яиц обитателей фермы, устраивают творческие мастер-классы для всех желающих. Что помогает развивать туризм на селе, узнавала наша съемочная группа. Постоянную прописку в Маргаушском районе африканские страусы обрели 5 лет назад. Экзотические птицы чувствуют себя в Чувашии вполне комфортно. Сейчас на ферме обитают 20 особей, имеется инкубатор. Поголовье фермеры собираются увеличивать. Сами страусы в неволе яйца не высиживают, слишком велика опасность потери птенцов. Сложность возникает со стрессовостью самочек, они боятся различных шумов, влияют их погодные условия, они могут перестать нести яйцо. В природе птенцов высиживают оба родителя. Самки днем, поэтому они серо-бурого оттенка под цвет африканской саванны, а самцы ночью, поэтому и черные. Здесь в неволе страусы живут дружно, боев не устраивают и территорию не делят. Выращивание этих больших птиц фермеры называют безотходным производством. В ход идут и мясо, и кожа, и перья. Красивые перышки дизайнеры используют для изготовления брошек и брелоков. Приглашают на мастер-классы детей. Изготавливают броши, которые у нас участвуют в неделях моды Екатеринбурга. В 2 мы показах участвовали. Получили девочки дипломы за свою работу. И вот в частности, вот часть броши – это коллекция именно взята с недели моды, с показа. Сейчас мы готовимся уже к московской выставке. Из одного страусиного яйца можно приготовить блюдо на 11 человек. Но не только. Из них еще делают сувениры, расписывают в разных стилях. Вообще, кто работает с яйцом, называют это страусиная керамика. Это на самом деле так, очень похоже. Достаточно плотная скорлупа 2 мм. Это средний размер. Вообще размер идет по весу, скажу, от 700 грамм до 3,5 килограмм. Соответственно, самое большое яйцо – это 25 сантиметров в высоту. Туристам на ферме также показывают и других птиц, а их здесь большое разнообразие. Более 15 видов – павлины, черноплечий индийский, цесарки, фазаны золотые и охотничьи, журавль-красавка, утки-мандаринки, лебедь-шипун, китайская шелковая курица. В страусиной ферме первый раз. Очень интересно рассказывают, очень много разновидностей птиц. Хотелось бы и своим товарищам, друзьям тоже показать, рассказать про эту ферму. Корм для птиц на ферме заготавливают сами. На 130 гектарах выращивают ячмень, рожь, пшеницу, травы. Фермеры надеются, что после включения в список Золотого кольца Чувашии страусиное хозяйство получит дополнительный стимул для развития. И о нем узнает еще больше туристов, не только российских, но и зарубежных. Наталья Егорова, Алексей Енейкин, Игорь Ульянов. Вести Чувашия.